Мусорные контейнеры играют важную роль в поддержании чистоты городских территорий. Они предназначены для сбора и хранения отходов, предотвращая их разброс по улицам и площадям. Контейнеры, размещенные в удобных и доступных местах, способствуют формированию культуры утилизации и облегчают процесс сбора мусора. Гулрепш модернизирует систему сбора бытовых отходов. В районе осуществляется замена устаревших контейнеров на новые. На начальном этапе закуплено 40 современных однокубовых и 10 8-кубовых контейнеров. Их приобретение обусловлено возникновением стихийных свалок строительного мусора на старых площадках с 10-кубовыми контейнерами. Раньше стояли большие контейнера, но они собирают слишком большое количество мусора вокруг. Там некоторые люди не доходят, как-то так выбрасывают, и образуется скопление большого мусора. Мы это своевременно всегда, по мере возможности, сколько успеваем, так и убираем. Но практически всегда все чисто. Но для чего мы приобрели однокубовые? Чтобы взять уже вот те старые контейнера, которые были 10-кубовые, да, в Агудзере, вот тут у нас на районе и в других вообще районах, чтобы это все поставить, убрать все это старое, чтобы было их всех закрыть. В некоторых местах мы будем закрывать, в некоторых местах они будут с крышкой, чтобы человек подошел, там аккуратно открыл, положил мусор, закрыл. Открытые контейнеры большого объема привлекают домашний скот, что приводит к разбрасыванию мусора и создает опасность для животных. Новые контейнеры оснащены крышками для предотвращения этих проблем. При необходимости будут смонтированы крытые контейнерные площадки. Однокубовые баки будут установлены как на замену старым, так и в новых местах, где ранее сбор мусора не производился. Лошади, коровы, они залезают в эти 10-кубов, выкидывают с них мусор и образуется вот загрязнение. Чтобы это все предотвратить, пришли к решению к такому, что надо приобрести кубовые, как в Сухуми это сделано, как в Гагре, в Афоне, в других городах, в Кальском районе, в Ачамчирском районе, вот я был, наблюдал, и в Кальском был, наблюдал, и вообще, в принципе, смотрю, и пришел к тому, что в нашем районе тоже надо прийти к такому, что поставить однокубовые контейнера для того, чтобы было намного чище стало, в принципе, и это намного удобнее. Но для этого мы в скором времени, надеюсь, приобретем мусорную машину, для того, чтобы у нас есть одна, но она старого поколения. Нам нужна уже нового поколения машина. Мусор вывозят ежедневно. Однако текущая техника справляется с трудом. Мусоровозы старого образца не уплотняют отходы, что снижает эффективность использования объема машины. При уплотнении одна машина может вместить на 40% больше мусора. Администрация планирует приобретение современной спецтехники с модулем загрузки контейнеров и механизмом уплотнения для повышения эффективности уборки. Одна машина 8-кубовая обслуживает и 2 машины 10-кубовые старые. Ну, вообще они уже машины старые, контейнера тоже очень старые. Надеемся, что в скором времени мы их заменим более новые машины. Есть точки, где не установлены вообще, в принципе, мусорные контейнеры, потому что то есть, это как услуга, и гражданин должен оплачивать услуги. Там в месяц порядка, по-моему, 33 рубля, что-то такое с человека. То есть, есть где люди там как бы тогда не сошлись с мнением или не хотели платить. И в этих местах были не установлены контейнера, потому что то есть мы не можем просто взять и ставить. То есть мы сперва заключаем там с большим домом договор с ними, со всеми, что вот эта квартира, эти квартиры, все они оплачивают коммунальные услуги, и в том случае устанавливаются контейнеры. Вот в чем разница кубовых. Там машина, ты в нее забрасываешь мусор, она его прессует. А здесь машина подъехала, просто подняла там даже 8-кубовый контейнер, на себя загрузила, и она должна поехать на свалку, это порядка 12 километров отсюда. Выгрузить, вернуться, поехать на другое место, там поставить чистый контейнер, взять другой и ту же процедуру повторить. И то есть на это уходит очень много времени. Из-за этого я пришел, мы все вот посовещались, пришли к тому, что поставим кубовые везде. Закупим автомобили, если все получится у нас. И они также будут себя собирать утром рано, прессовать, все вывозить на свалку, выбрасывать и вечером 2 раза в день. При успешной реализации проекта, помимо закупки новой коммунальной техники, администрация намерена приобрести дополнительно порядка 100 контейнеров. Шазина Ханагуа, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.